Главные события уходящей среды 7 мая в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот основные темы выпуска. Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара на обогатительной фабрике в Нерюнгри. Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии санитарным рейсом в Якутск. В Парке Победы открыли арку «Якутск. Город трудовой доблести». Почетное звание столицы своим указом в 2022 году присвоил президент России. Из Якутии в зону проведения специальной военной операции продолжается. Отправка дополнительного снаряжения и оборудования для бойцов из республики. Узнаем, как идет работа. Вспомнить все 1418 дней Великой Отечественной. По всей стране в исторических парках «Россия. Моя история» проходят фестивали, посвященные 9 мая. Сегодня в России отмечается День радио. Расскажем историю становления отрасли в регионе. После пожара на обогатительной фабрике в Нерюнгри заведено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Отмечается, что пострадавшие в результате ЧП 4 работников госпитализированы санитарным рейсом в Якутск. Они получили термические ожоги головы, грудной клетки, конечностей и дыхательных путей. В Главном управлении МЧС России по Якутии сообщили, что для ликвидации пожара задействовали 58 специалистов и 15 единиц техники. Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей. По данным следствия, 7 мая текущего года на территории склада готовой продукции обогатительной фабрики в результате нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов 4 работников получили термические ожоги головы, грудной клетки, конечностей, а также дыхательных путей. Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии санитарным рейсом в город Якутск для оказания необходимой помощи. По уголовному делу изучается техническая и иная документация, назначены необходимые экспертные исследования, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Из Якутии в зону проведения специальной военной операции продолжается отправка дополнительного снаряжения и оборудования для бойцов из республики. Сотрудники опорных пунктов доставляют адресные посылки для бойцов и подарочные продуктовые наборы от правительства региона. Продолжается и прием от предприятий и населения техники для отправки в зону СВО. Согласно новой сформированной номенклатуры мы планируем организовать дополнительные закупки по дополнительному оснащению и снаряжению участников специальной военной операции от Республики Саха-Якутия. Кроме того, в настоящее время идет подбор и осмотр технического состояния дополнительной техники в различных организациях и предприятиях нашей республики для отправки и передачи в зону специальной военной операции. В Парке Победы прошел День памяти павших воинов-якутян. В мероприятии приняли участие глава региона Айсан Николаев, ветераны, общественники и жители города. Все подробности у Даяны Федоровой. Якутск – город трудовой доблести. Именно такое название носит входная арка в Парк Победы. В 2022 году указом президента России Якутску присвоено почетное звание за значительный вклад жителей в достижение победы в ВОВ. Тысячи горожан в годы Великой Отечественной войны своим титаническим трудом обеспечивали фронт, обеспечивали производство здесь, в тылу. И здесь нужно понимать и отдавать дань почести, уважения. В годы войны от Якутии были призваны более 62 тысяч жителей. Среди них снайпер-артиллерист Гавриил Протодьяконов. Он награжден множеством медалей. Установленный памятник стал данью уважения его подвигу и вкладу в победу. В Якутске поставили так прям память, гордость, то, что моему дедушке поставили памятник. В память о павших воинах-якутянах, чьи подвиги навсегда останутся в сердцах потомков, возложили цветы к мемориалу. Завершилось мероприятие торжественным оружейным залпом, который отдал дань уважения всем защитникам Отечества. Слава доблестным воинам, победившим во Второй мировой войне! Огонь! Завоеванная старшими поколениями победа и дальше продолжит вдохновлять якутян. Я очень горжусь нашими героями. Все очень хорошо.
парк очень красивый. Мне, например, очень понравилось. Ребятам тоже моим. Мне очень понравился парк Победы. Большой, красивый. Мне очень понравилось. Как раз к началу города Якутска стоит. Участок хороший. Мероприятие стало ярким напоминанием о важности сохранения исторической памяти. Уверен, что здесь многие еще десятилетия, столетия будут приходить люди, отдавать дань должного великой памяти тех людей, которые ковали победу здесь, в тылу. 59 тысяч тружеников тыла были награждены медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. Благодаря их непосильному вкладу в Великую Победу Якутск стал городом трудовой доблести. Даяна Федорова, Джулсталь Накентьев, Якутск. В сквере Матери прошло мероприятие, посвященное мамам и женам участников Великой Отечественной войны. В начале торжества собравшихся поздравили заместитель председателя правительства республики Георгий Степанов, сенатор Сахамин Афанасьев, депутаты Елтумен и Якутской городской думы. В этот день детям войны были вручены медали к 80-летию Победы, после чего жители возложили цветы к памятнику матери, а творческие коллективы представили праздничные номера. Очень благодарна нашим руководителям Сайсарского округа. Это самое низшее наше. А вот федеральные тоже нас очень внимательно к нам относятся. А республиканские особо. Очень даже благодарны мы. Вклад матери в нашу великую победу неоценим. И мы это видим и на примере сегодняшнего дня, на примере того, что как объединяются матери Якутии. Материнская любовь – это то, что всегда помогает в жизни и в войне. Говорят, что нет в России семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная. Такие семейные истории становятся предметом научных исследований подрастающего поколения. В столице республики прошла конференция «Помним, гордимся, благодарим». Все подробности у Эржены Гармаевой. История техникума-интерната профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов началась в 1943 году. Поэтому День Победы для нынешних студентов и преподавателей – праздник особенный. В преддверии 9 мая в стенах техникума проводится конференция, где в центре внимания – герой Великой Отечественной войны. Ребята представляют свои доклады, рассказывают про свои семьи, про своих прадедов, да, про бабушек, которые либо непосредственно принимали участие в Великой Отечественной войне, также трудились в тылу и вносили свой неоценимый вклад в нашу общую победу, да, победу над фашизмом. Доклады о своих родственниках подготовили 16 учащихся. Среди них первокурсник Богдан Павлов. Он посвятил выступление прабабушке, ветерану тыла, и ее братьям-солдатам. Для Богдана это первый опыт участия в научно-практической конференции. Ну, волнительно, но в то же время интересно. Благодаря этой конференции я узнал подробнее о своей семье, которых не знал. Об истории своей семьи рассказали близнецы Данил и Денис Сергучевы. Братья представили полноценный доклад про прадедушек с обеих сторон. Первый прадедушка участвовал воевал в Монголии, был участником в освобождении Сахалина и был награжден медалью за храбрость и отвагу и добавок победу над Японией. Прославился как очень храбрый, точный и целеустремленный человек. Мой дедушка участвовал в войне под Сталинградом, где-то в 41-м и 42-м, а вот в 43-м он пропал без вести. Но он оборонял Мамаев Курган. В планах у ребят продолжить исследовательскую работу. У них появилось чувство гордости и чувство желания, чтобы они продолжили эту работу дальше. У моего воспитанника прадед пропал во время Сталинградской битвы. Поэтому я перед ними поставила задачу, чтобы они продолжили поиски и нашли место захоронения и время гибели нашего солдата-якутянина. Конференция организована при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей». Поэтому отличившиеся студенты смогут рассказать о судьбе предков на федеральном уровне. Эржена Гармаева, Нюргун Старостин, Якутск.
Ну а в эти минуты на площади Победы в Якутске началась ежегодная всероссийская акция «Свеча памяти», приуроченная к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. К знаменательной дате горожане и гости столицы почтят минутой молчания павших воинов и выложат свечами слово «Победа-80». На месте проведения акции сейчас работает наш корреспондент Тимур Колмогоров. Он на прямой связи со студией. Тимур, приветствую. Ждем подробностей. Самый главный праздник. Да, я приветствую тебя, Петр. Великая Отечественная война длилась более 1418 дней. И это долгих 5 лет, долгих 5 опустошительных для Советского Союза, для нашей страны лет. Это трагическая война затронула множество семей, и всего в этой войне со стороны Советского Союза участвовало 34 миллиона советских солдат. Из них вернулось только больше половины. 12 миллионов из них умерло или пропало без вести. С нашей же Якутии участвовало порядка 62 тысяч человек. Это и среди них были также и женщины, это были и простые горожане, которые рвались на защиту своей родины. И из них вернулась к нам в Якутию только половина, 32 тысячи. Это одна из самых трагических страниц нашей истории. И именно сейчас, здесь, на площади Победы, мы чтим их память, чтим их подвиг, что они сделали для нашей страны свечой памяти. Именно данная акция, она впервые появилась еще в 2004 году, и она также перекликается с одной из акций «Бессмертный полк». Официально же всероссийской акцией «Свеча памяти» стала в 2009 году и уже шла практически во всех городах России. И что самое интересное, «Свечу памяти» по городам России проводят традиционно 21-22 июня, то есть ближе к окончанию Великой Отечественной войны. Но у каждого города есть своя дата, то есть традиционно, символически свечу памяти проводят ближе к празднованию 9 мая. И сейчас в Якутске у нас также эта традиция не прервалась. Мы сейчас также проводим эту акцию. И что самое интересное, в 2009 году эта акция также переклилась с 65-й годовщиной снятия блокады Ленинграда. И в целом свеча памяти — это способ вообще передать память новым поколениям, увековечить ее и объединить народ именно одной памятью. А теперь давайте посмотрим и послушаем, что здесь у нас происходит. У нас как раз глава передает слово. Потому что у нас есть великая победа, есть память о великой победе, которую у нас никто не отменит. Никто не забыт, ничто не забыто. Слово предоставляю. Сейчас на месте у нас находятся кадеты, у нас находится правительство республики, а также те горожане, которые решили именно отдать дань уважения, увековечить память именно о тех героях, которые совершили подвиг ради нас, ради нового поколения, ради детей, которые сейчас растут. И кадеты уже установили свои свечи памяти. Тут как раз обозначено, как должны будут установлены свечи памяти. И они должны будут образовать рисунок «Победа-80», потому что у нас в этом году празднуется 80-летие Великой Победы. Ведь у нас ничто не забыто, никто не забыт. Я передаю слово тебе, Петр. Тимур, спасибо. Напомню, на прямой связи со студией был мой коллега Тимур Колмогоров. Ну а мы идем далее.
Ветеранов здравоохранения сегодня чествовали и в республиканской фтизиатрии. Мероприятия прошли в рамках юбилейной программы к столетию противотуберкулезной службы Якутии и 75-летию фтизиатрии. В медицинских залах сегодня звучали фронтовые песни, а всем пришедшим раздавали георгиевские ленты. Волонтеры Ленска посетили постояльцев дома-интерната для престарелых и сыграли с ними в настольные игры. Ребят всегда в учреждении ждут с нетерпением, каждый их визит становится праздником. В этот раз к волонтерам присоединились воспитанники реабилитационного центра и наша съемочная группа. Ты моя-то маленькая, ты вот моя, ты моя хорошая. Воспитанники реабилитационного центра приехали в этот день не с пустыми руками. Они принесли постояльцам дома-интерната сделанные своими руками праздничные открытки и большой сладкий пирог. И, конечно же, подготовили концерт. Ребята читали стихи и пели песни военных лет. После торжественной части волонтеры движения первых предложили пожилым людям поиграть в настольные игры. Многие с удовольствием согласились. Мы сегодня приехали поиграть с бабушками и дедушками, подарить им прекрасное настроение, поздравить их с наступающим Днем Победы. Мы приезжаем по возможности, стараемся очень часто приезжать, потому что моим ребятам очень нравится здесь. Они потом уходят очень долго рассказывать свои эмоции, потому что им здесь очень нравится, здесь такая теплая, уютная атмосфера. За столом волонтера Ксении было весело. За разговором участники периодически пропускали ходы. Так и не смогли выявить победителя. Но зато все были довольны и счастливы. Со стороны, смотря на пожилых одиноких людей, нам показалось, что на полчаса, которые они провели с ребятами, каждый из них погрузился в детство. Все шутили и смеялись. Лично я играю в лото. У нас сегодня, так скажем, соревнования между взрослыми и детьми. И пока что мы на равном счету. Сейчас совсем скоро будет финал нашей игры. Сейчас мы в лото играем. Хорошо, вот дети, сегодня уже второй раз дети пришли к нам. И я благодарю их, хочу, чтобы они почаще приходили к нам. Георгий Слепченко играл в шашки, но тут ему равных нет. Он участник городских и районных соревнований, поэтому в этой игре уверенно одерживал победу уже с первой партии. Раньше выиграл, они спартакиаду ездили среди инвалидов. Первое место занимал и второе место. Сейчас мы третий, да, уже играем. Третий уже. Кто выигрывает? Я выиграю. Волонтеры провели с подопечными дома-интерната некоторое время. Они ушли, но пообещали, что обязательно вернутся и принесут с собой новую программу. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Вспомнить все 1418 дней Великой Отечественной. По всей стране в исторических парках «Россия. Моя история» проходят фестивали, посвященные 9 мая. Что прошло в его рамках в Якутске, расскажет Вероника Таюрская. Да, мы уходим в край родной, сыны Днепра и парни с Лены. Жаль, что не можем взять с собой друзей погибших, прах нетленный. Это отрывок из стихотворения Иннокентия Эртюкова, написанный в 1945 году по случаю освобождения Украины. Как якутяне освобождали страну, и о их подвигах рассказывается в новой выставке «В боях за Родину» музея «Россия. Моя история», открытие которой состоялось в преддверии 9 мая. Представлены основные битвы Великой Отечественной войны и рассказывается про участие наших воинов-якутян в ней. Здесь можете видеть, у нас представлена именно, вот, например, оборона Москвы и участие в ней наших солдат. Еще одна выставка, но уже федерального масштаба, также открылась в музее. Это лишь малая часть уникальной выставки Государственного исторического музея, которую могут увидеть все жители Якутска. Это выставка, которая повествует о всем периоде Великой Отечественной войны, с момента ее начала до Парада Победы. Эти все легендарные страницы нашей военной жизни того времени, героического подвига наших солдат в те годы, он представлен на конкретных примерах. В предпраздничный день для посетителей парка также была подготовлена насыщенная культурная программа. Так для жителей выступил коллектив Гагаринского округа «Горизонт». Давайте вспомним, девчата, военные наши года. Сегодня мы пели 2 песни, подарили нашим зрителям, участникам этого празднования. «Уходила отсюда я на фронт». Вторая песня называется «Фронтовые подруги».
потому что из Якутии принимали участие за освобождение нашей Родины и всей Европы очень много женщин. Фестиваль не оставил никого равнодушным. С удовольствием участвовали в открытии экспозиций, посвященных Великой Победе. Узнали очень много нового. Экспозиция «В боях за Родину» будет работать до 30 июня, а федеральная выставка «Без права на забвение» продлится до конца августа. Вероника Таюрская, Нюргун Старостин, Якутск. 2025 год юбилейный во многих отношениях, в том числе и для нас, журналистов. В этом году мы в 100-й раз отмечаем Всероссийский день радио. Для Якутии эта знаменательная дата ознаменовалась еще и рядом торжественных мероприятий. О том, как чествуют современных связистов и ветеранов отрасли, расскажет моя коллега Саргалана Неустроева. Сегодня связь – неотъемлемая часть жизни каждого якутянина. Мы слывем технологическим драйвером Дальнего Востока, проводим оптоволокно даже в самые отдаленные уголки республики, а наши лучшие специалисты развивают креативную экономику. Одним из тех, кто положил этому начало, стал Александр Борисов, мастер связи России и член правительства республики. В День радио 7 мая его память традиционно почтили возложением цветов к мемориалу деятеля. Благодаря его инициативам качество жизни населения значительно улучшилось. И он и его команда заложили прочный фундамент для дальнейшего развития отрасли связи. И дело его живет. Здесь мы переносимся в Дом правительства, где в ходе торжественного мероприятия различными наградами отметили около 20 специалистов отрасли. Среди них самой почетной стала премия имени Дмитрия Дудкина, лауреатом которой стал инженер Арктиктелеком Мирослав Борисов. Своему делу он посвятил больше 40 лет. За этот период было реализовано очень много масштабных проектов развития телекоммуникационной инфраструктуры. И сегодня мы, как говорится, имеем тот уровень развития, который был создан руками связистов, большого коллектива связистов. Разумеется, нельзя говорить о связи и не упомянуть журналистов, чьи имена сегодня также звучат с правительственных трибун. К примеру, одной из награжденных стала руководитель службы проектов телеканала «Якутия-24» Туяра Филиппова. Именно под ее началом выходят «Утро Якутии», «Вот это да» и другие любимые якутянами программы. Я считаю, что это награда всего коллектива, потому что телевидение – это все-таки коллективная работа. Труд еще одной нашей коллеги отметил лично глава Якутии Айсен Николаев. Под известной якутской телебашней директору ГТРК «Саха» Ирине Гоголевой вручили премию имени Николая Кондакова. Это большая честь в юбилей Великой Победы получить премию имени Николая Алексеевича Кондакова. Наша задача вообще телевидения, радио, вообще всех журналистов сохранить историческую память и правду о Великой Отечественной войне. Эту задачу озвучил и сам глава республики. Он отметил, что сегодня, когда страна вновь борется за свой суверенитет, от журналистов зависит очень многое, так же, как это было в годы Великой Отечественной войны. Саргалана Неустроева, Иван Сорокаумов, Виталий Дьячковский, Эржена Гармаева, Якутск. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.